Этого события ждали даже не 5 лет, гораздо больше, и не только в республике, в стране. Символический ключ от Дворца борьбы в руках спортсменов. Так сложилось, что в своей жизни я многим обязан греко-римской борьбе, многим я обязан своему тренеру и тем годам, которые я посвятил, занимаясь спортом. И вот с тех пор у меня всегда была мечта, думаю, как мне отблагодарить моих тренеров, как отблагодарить великих спортсменов и как создать условия для мальчишек и девчонок, чтобы они могли заниматься в хорошем, замечательном дворце спорта. Открытие Уфимского дворца борьбы, одного из главных спортивных объектов России, стало большим подарком столице Башкортостана к ее 450-летию. Уверен в том, что этот дворец борьбы даст огромное количество новых имен, которые заблистают на всех борцовских коврах, и количество олимпийских чемпионов, которые выросли как спортсмены в Башкирии, восхваляют Башкирию, восхваляют Россию, только будет возрастать. Торжественное мероприятие состоялось в рамках празднования 450-летия столицы Башкортостана. В нем приняли участие президент Абхазии Аслан Бжаня, премьер-министр Беларуси Роман Головченко, полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, глава Башкортостана Ради Хабиров, представители спортивных федераций и другие почетные гости. Я не мог приехать на этот праздник без подарка. Подарка от, наверное, одной из самых известных личностей в мире борьбы, белорусского спортсмена вольного стиля, трехкратного олимпийского чемпиона, семикратного чемпиона мира, не считая всех других турниров, Александра Медведя, который провел множество феноменальных схваток, многие из которыми стали хрестоматийными и вошли во все учебники. И этот подарок подписан лично Александром Медведем с следующим пожеланием. Будущим олимпийским чемпионом боритесь и побеждайте. Во дворце должен быть такой экспонат. Примите, пожалуйста. Уважаемый Роман Александрович, здесь, во Дворце борьбы, будет музей борьбы. И это первый экспонат в этом музее. Спасибо огромное. Дворец борьбы – значимый объект и для города, и для всего региона. Дальше его продолжат готовить к форуму «Россия – спортивная держава». В октябре площадку планируется задействовать для проведения мероприятия. Здесь будет проведен 12-й международный спортивный форум «Россия – спортивная держава», в котором традиционно принимает участие президент России Владимир Владимирович Путин. И также в рамках форума проходит заседание Совета при президенте по спорту. Проведение такого мероприятия в Уфе, мы понимаем, что оно укрепляет не только спортивные позиции нашей страны, но также развивает спорт во всей стране, в мире в целом. Уфимский дворец борьбы не имеет аналогов в мире. Он получился уникальным и внешне, и по своему наполнению. Я очень много езжу по соревнованиям по России, бываю в разных спортивных залах, в специализированных борцовских залах. Могу однозначно сказать, что что-то даже подобного я не встречал. У нас есть в Лужниках международный центр самбо, но я думаю, что мы и здесь ушли вперед. Теперь у борцов появился свой дом для занятий. В нем 5 залов, среди которых тренировочные для единоборств, для общей физической подготовки, а также универсальный спортивно-концертный на 3400 посадочных мест. Это будет второй по вместимости зал в республике после Уфа-арены. Кроме этого, в нем есть медицинский центр, тренажерные залы, бассейн и гостиница. То, что здесь будет находиться разные направления, здесь дети будут только обогащаться. Они будут дополнительно получать новую технику. А это значит, преимущество у вас потом будет в будущем. На базе нового спортивного учреждения будут проходить соревнования международного и российского уровня, сборы, тренировки. Но главное, сюда на занятия потянутся ребята со всей республики. Я хотел, наверное, главу республики поздравить Ирата Фаритовича, потому что действительно я понял, когда он говорит, что это воплощение его мечты, что действительно это очень такая важная и красивая мечта, не только, наверное, для него, но и для всех тех детей, которые придут сюда, для родителей этих детей, которые здесь будут тренироваться, совершенствовать свои навыки и становиться гражданами нашей великой страны.
Состоявшиеся чемпионы, победители, призеры Олимпийских игр не скрывают: появление подобного спортобъекта – это прежде всего вклад в будущее российской борьбы. Очень приятно с нашими братьями, коллегами, друзьями делить тренировочную площадку и вместе добиваться результатов на благо страны и на благо, конечно, республики Башкортостан. Уверен, что и для детей это значимо, и для наших больших спортсменов. Старт масштабному строительству глава республики Ради Хабиров дал в августе 2019 года. При возведении объекта учитывали и мнение спортсменов. На этапе его проектирования рекомендации давали представители Федерации спортивной борьбы России. Во время строительства изначально, когда это проект, плотно была работа именно с Федерацией борьбы, чтобы соблюдать все стандарты. Ну и, конечно, политика развития на несколько лет вперед, до 1936 года. Спортобъект поражает своей архитектурой. Здание выполнено в классическом стиле с колоннами по периметру. На них выгравированы цитаты Владимира Путина: «Борьба – очень яркий и захватывающий вид спорта», а также фраза Радия Хабирова: «Если быть упорным, мечты сбываются». На козырьках двух сторон барельеф борцов классического стиля. Он олицетворяет преемственность поколений. С одной стороны опытный борец, с другой – тот, что только находится в начале своей спортивной карьеры. Еще одно знаменательное событие – открытие скульптурной группы перед входом во дворец. Композиция статуй – законченное произведение искусства. Работа известного скульптора, мастера спорта по самбо Салавата Щербакова. Он изобразил представителей 5 видов единоборств в момент броска, характерного для каждого вида. Прототипом атлета стал олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили. Надо отдать должное чувству юмора Ради Фаритовичу. Он помимо еще профессиональных качеств, характер, конечно, обладает уникальным чувством юмора. И это такой собирательный образ, потому что это действие, это коронный прием нашего выдающегося победителя трехкратного олимпийских Александра Александровича Карелина. Так было все это скомбинировано. Это повод для размышления. Да. Это огромная честь, что мне посчастливилось к этому огромному делу присоединиться. Потому что этот дворец – это уникальное дело не только для борцов, а для всей страны. Я считаю, что борцовское сообщество, как люди с детства занимаются, это модель правильного общества, даже правильного государства. Мы очень рады, что непосредственно Салават Александрович нам здесь это все произвел, потому что он является мастером спорта по самбо. Он очень глубоко и тонко чувствует нашу проблематику, он чувствует борьбу. Площадь объекта 28 тысяч квадратных метров, но застраивали участок в 1,5 раза больше. Особое внимание уделяли благоустройству и озеленению территории. Рядом со зданием появились прогулочные зоны, а также футбольная площадка. Моему малышу 3 года. В будущем мы планируем сюда пойти заниматься вдвоем, так как спорт – это наша жизнь. Я пришла в самбо в 9 лет, но если бы тогда был такой спортивный комплекс, то мотивации было бы намного больше. И, может быть, я бы еще раньше пришла бы и начала заниматься борьбой. Объект получился максимально функциональным. Это будет крупнейший в республике спортивный, культурный, досуговый центр. Объект для республики, для России уникальный, потому что это не просто спортивный объект, это такая экосистема для борцов. То есть у нас есть бассейны, у нас есть фитнес-центры, у нас есть тренировочные залы, у нас есть спортивная арена, у нас есть спортивное ядро на улице, то есть у нас есть площадки для игры в футбол, баскетбол, волейбол. То есть мы можем здесь полный цикл подготовки борцов, непосредственно борцов, проводить. И эти сборы, эти соревнования могут быть абсолютно любого уровня, вплоть до чемпионатов мира, без проблем. Строительство центра борьбы – давняя мечта руководителя региона. Это его 3-й подход к ее реализации. Строительство должны были начать в 2020-м и завершить через 2 года, но из-за коронавируса планы пришлось отложить. Однако в скором времени успехи башкирских борцов на российской и международной арене поспособствовали реализации идеи появления в Уфе дворца борьбы мирового уровня. С начала столица республики первой среди российских регионов принимает крупный турнир после пандемии. Здесь проходит Кубок страны по спортивной борьбе на призы главы Башкортостана.
Спустя полгода в Уфе проводят спартакиаду учащихся России, а затем впервые в истории республика принимает главный борцовский турнир года – первенство мира среди спортсменов до 21 года, где Адлан Амриев и Саид Хусейн Бакаев из Башкортостана становятся победителями соревнований в своих весовых категориях. На сегодняшний день Илья Кандалин из Октябрьского – первый номер в юниорской сборной России в своей возрастной и весовой категории. Борец – двукратный победитель первенства Европы, чемпион мира среди атлетов не старше 17 лет. То, что в нашей республике строятся такие великолепные залы, это большой стимул для меня, не только для меня, а для остальных спортсменов. Все хотят бороться именно здесь, потому что это новое, это что-то новое, новые эмоции. Уже тогда спортивная борцовская общественность не скрывала, столица республики стала для них вторым домом. И все понимали, с появлением здесь Дворца борьбы регион сможет принимать еще больше соревнований самого высокого уровня. Ну, на самом деле у нас скоро будет Кубок России опять в Уфе 28-31 октября. Ну, будем ждать, надеяться, то, что успеют все фишечки подготовить и уже спортсмены продемонстрируют свое мастерство на новой арене. В итоге работы по строительству одного из самых важных спортивных объектов страны велись с утра до вечера. Красавец-центр рос на глазах и обретал свои формы. На этапе строительства здесь побывали чемпион России, победители Горбрикс Нохчола Базанов и главный тренер сборной республики по греко-римской борьбе Рамиль Сираев. Ну, у нас зал здесь, свой зал есть вот недалеко отсюда, поэтому приходилось все время смотреть, как этот зал строится, как начало строительства. Все время гостей привозил, показывал там, потому что макет был на воротах, хвалился. И сейчас вот мы зашли, посмотрели этот зал. Шикарный зал, внутри тоже все отлично. Несколько залов, не знаю, около десятки ковров. Даже мне не с чем сравнить, я первый раз такой зал вижу. Я не только по России, я и по миру поездил. Такой дворец единоборств я вижу впервые. Я думаю, он будет лучшим на мировой арене. Руководители региона, представители Министерства спорта республики следили за ходом строительства Дворца борьбы и держали все связанные с ним вопросы на особом контроле. Ведь Дворец борьбы в Уфе должен стать объектом мирового уровня. Поздравляю все борцовское сообщество мировое. Значит, мы делились своими впечатлениями с президентом Международной федерации. Ну, все, в общем-то, в восторге. И мы с нетерпением ждем момента, когда мы сможем здесь организовать уже какие-то крупнейшие международные соревнования. Ну а борцы и тренеры уже строят планы. Мечтают выйти на ковер и победить. Ну и хотелось бы от борцов Республики Башкортостан поблагодарить Ради Фаритовича за такой уникальный зал, за такую уникальную возможность тренироваться в таких залах. Поэтому я думаю, что результат мы покажем. И этим все сказано.